В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск мы начнем с брифинга Минтруда о комплексной реабилитации участников СВО и членов их семей. Давайте послушаем. Добрый день. У нас в республике продолжается работа по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Всего в республике в дополнение к федеральному пакету мер предусмотрены 44 региональные меры поддержки и 9 муниципальных мер поддержки. И в числе данных мер поддержки есть и финансовые механизмы, и также нефинансовые. Одним из наиболее актуальных мер поддержки, конечно же, являются такие направления, как социальная реабилитация, санаторно-курортное лечение. У нас в системе Министерства труда и социального развития функционируют реабилитационные центры в городе Якутске и в ряде районов республики, на базе которых предоставляются специальные программы реабилитационные непосредственно для участников специальной военной операции и для членов их семей. В частности, для родителей мы предоставляем реабилитационную помощь на базе Республиканского социально-оздоровительного центра для людей с инвалидностью в известном центре на Рихарда Зорге в городе Якутске, а для семей с детьми, в частности для жен и детей, участников специальной военной операции, если семьи попали в определенную трудную жизненную ситуацию, мы предоставляем также реабилитационную помощь на базе детских реабилитационных центров. Всего за период с 2022 года прошли реабилитацию 2678 участников специальной военной операции и членов их семей, и эта работа продолжается. Кроме того, есть такая поддержка, как санаторно-курортное лечение. В частности, для родителей участников специальной военной операции с 2022 года предоставляется такая мера поддержки, как санаторно-курортное лечение, в том числе с выездом. И в 2025 году 308 родителей такую помощь также получили. Перейдем к новостям. Озвучу основные темы выпуска. Сегодня Мегино-Кангаласский район посетили зампред правительства Якутии и министр сельского хозяйства, ознакомились с работой местных кооперативов. В Горном Алусе запланированы масштабные мероприятия по линии здравоохранения. Расскажем, какие. Аймяконцы встречают гостей, участников марафона «Полюс Холода Аймякон». О программе. Сегодня Мегино-Кангаласский район с рабочим визитом посетили зампред правительства Якутии Сергей Местников и министр сельского хозяйства Артем Александров. В ходе рабочей поездки ознакомились с работой местных кооперативов и осмотрели новый механизированный коровник на 100 голов в селе Тамтор, который ввели в ноябре прошлого года. Также осмотрели в селе Техтюр строящийся коровник нового кооператива «Илге». Во второй половине дня состоялось заседание, на котором обсуждался вопрос поддержки объектов малой мощности с представителями сельскохозяйственной отрасли и главами районов. Услышали от глав наших УСов предложения по дальнейшему усовершенствованию этих механизмов. А эти предложения есть, в том числе это расширение направлений расходования, это и учет поголовья сельскохозяйственных животных при распределении субсидий. На уровне Министерства сельского хозяйства эти предложения будут анализированы и учтены в постановлении правительства республики, которое будет уже принято, надеюсь, в первом квартале текущего года. Эти объекты, они имеют очень важное значение. В Усть-Алданском Алусе обсудили пути помощи для участников специальной военной операции и их семей. На совещании семьи бойцов получили ответы на свои вопросы по поводу медицинской и психологической реабилитации, социальной поддержки, о выделении земельных участков. Также для увековечивания памяти участников разных боевых действий было объявлено строительство аллеи в селе Барагонце. В настоящее время мы совместно с главами сельских поселений выбрали место. Это будет в селе Барагонце, в центре. Хотим построить там площадь. Для строительства этого объекта уже мы начали проектно-сметную документацию. Уже планируем участвовать в республиканских и федеральных программах для
финансирования этого объекта. В участке Тюе села Сылан Чурапчинского улуса ежегодно развивается традиционное скотоводство. Зимой в участке Тюе проживает около 60 человек. На каждой улице строятся новые дома, возрождаются дворы предков. Так, в прошлом году семья Дьячковских получили субсидию на развитие сельского хозяйства в размере 5 миллионов рублей и построили большую ферму на 100 голов. Сейчас ферма, помимо собственных 40 гектаров земли, пользуется арендными пастбищами. В будущем планируется расширение дополнительных сенокосных пастбищ и увеличение численности скота. Молодая семья работает не только в сельском хозяйстве, но и на благо своей родины. Таким образом, они в прошлом году в участке Тюе реализовали федеральный президентский грант «Территория Ботуров». В 2025 году данный производственный объект был введен на средства муниципального гранта создание строительства коровника на 100 голов. Работаем. В прошлом году доили, маточное поголовье достигло до 33, а в этом году планируем до 40. Мы сами доим коров, в сенокосе сами работаем. Больше 10 лет трудимся над наращиванием поголовья. В селе Амга продолжается активная подготовка к торжественному открытию новой поликлиники в рамках национального проекта здравоохранения. Объект построен и готов к вводу, к эксплуатации. В эти дни коллективы, организации и предприятия, а также наслега выходят на масштабные субботники. Начиная с конца декабря прошлого года коллективы выходят на субботники согласно графику. Коллективы предприятий и организаций выходят на уборку, чтобы привести поликлинику в идеальное состояние к знаменательному дню открытия объекта, запланировано на 22 января. И сейчас еще работы ведутся по установке медицинских оборудований и медицинской мебели. Ну, максимально сейчас уже финишная прямая. В конце недели полностью будет установлено медицинское оборудование и мебель. Текущий год в Горном Улусе объявлен годом здравоохранения. В рамках этого года запланированы масштабные профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний и доступности медицинской помощи. По итогам 2025 года в Горном районе родилось 120 детей. С января по март мобильная бригада врачей Центральной районной больницы работала в наслегах. Кроме того, передвижным кабинетом ФЛГ флюорографическим обследованием было охвачено 72% населения. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Горная Центральная районная больница была оснащена новым медицинским оборудованием. Благодаря новому оборудованию, получаемому в рамках национального проекта, мы теперь можем обеспечить еще более высокий уровень медицинской помощи нашим пациентам. Теперь врачи имеют возможность оперативно реагировать на изменения состояния пациента, мгновенно корректируя параметры вентиляционной поддержки. Это существенно сокращает риски осложнений и ускоряет процесс выздоравливания. В 2025 году после завершения учебы устроились на работу 12 молодых специалистов, 5 из которых поступили по целевым договорам. Согласно программе «Земский доктор» в Центральной районной больнице работает 10 специалистов, из которых 2 были привлечены в 2025 году – врач и фельдшер, прибывшие в село Бердьестях. Я родом из Горного района, родилась и выросла здесь, училась также в местной гимназии. Я закончила медицинский институт СВФУ, и в 2025 году я выбрала свой родной район для того, чтобы работать, и выбрала программу «Земский доктор», который предоставляет молодым специалистам условия для профессиональной самореализации в сельских регионах. И также эта программа отлично способствует развитию здравоохранения в малонаселенных районах. В рамках года здравоохранения по всему району будут проводиться различные мероприятия. Их реализация позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, улучшить показатели здоровья населения и сформировать культуру здорового образа жизни в Горном Улусе. Расия Насивцева, Иван Слепцов, Горный Улус. Буквально за год мастер-самоучка из Алекминского района создал цепочку станков, которые позволяют ускорить изготовление и плетение сетей для бойцов СВО. Сегодня его изделие гуляет по интернету в роликах, где он подробно описывает процесс изготовления. О новом изделии узнаем далее.
Эти ленточки у нас идут на шлемники, можно, на маскировочные костюмы. Маскировочный халат, маскировочный костюм вот типа такие. лешего для снайперов, для штурмовиков, чтобы остаться Вот она очень незаметным. хорошая. А это изобретение Владимира Евстифеева прямиком отправится в Якутск, где его с нетерпением ожидают швеи. Среди них Олег Минчанко, которая мастерски отшивает маскировочные костюмы для бойцов. Бойцы очень хвалят. Вот меня попросила Туяра Семеновна Егорова. Она сейчас в Якутске, она тут была, в штабе на набережной работала. Еще тогда у нее, говорит, вот так бы, говорит, эту руками режем. У меня в голове это возникло. Надо попробовать сделать. И чертеж сделал. Получается, концерт я уже сделал. Прочертил, в уме было. Потом доработал. Изделия по чертежам Алекминского Кулибина пользуются большим спросом. Владимир всегда готов помочь. В этом году Владимир, в числе других олекминчан, стал соискателем премии служения. И мне совершенно неудивительно, что Леонид занялся изготовлением станков. Он увидел, что это очень актуально, большая проблема, и свойственной ему манере решил эту проблему. Я ему, как глава, очень благодарна. Таких бы мужчин побольше. Каждая из работ мастера имеет главную цель – защитить бойцов от атак дронов. Чем больше сетей, тем больше спасенных жизней. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Аймяконцы встречают гостей, участников экстремального зимнего марафона «Полюс холода Аймякон». Медработники уже приступили к медосмотру, проводят исследования на аппаратах Омегаспор и Мидас. Берут анализы капиллярной крови. Сегодня спортсмены получат стартовые пакеты и завтра стартуют на короткие дистанции 5, 10, 15 и 21 километр. В Аймяконе сегодня минус 38 градусов. Уважаемые друзья, уважаемые участники, от имени Аймяконского района разрешите вас всех поздравить с наступившим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего. Такими были новости к этому часу. Встретимся в эфире в программе «Итоги дня».